там был порадовал? Я могу единственное сказать о сегодняшних соревнованиях, что команда Скио не проиграла, а проиграл тренерский штаб. Я бы, допустим, четко поставил на последний этап только Слепову и Репину, а Марина Трубкина должна выступать на 7-м этапе. Тогда бы мы выиграли от 15 до 30 секунд. Больше у меня комментарий нет. Могу еще одно подчеркнуть, что женское ориентирование, не молодежное, а женское, в Москве немножко поднялось на один уровень. То ли за счет варяг, то ли за счет своих воспитанников. А в общем, соревнования мне понравились. Спасибо. Давай, давай, Света! Догони ее! Наши бегут! Света, 20 секунд, догони ее! Догони, догони! Иди отсюда! Сегодня прошел Кубок клубов, я бежал первый этап. Я выбрал хороший вариант на первый пункт. Взял пункт первый. Какой вариант? Леша Бортник. Справа по дороге. Первый пункт был. первым взял. Да, первый пункт брал первым. Бегал по дороге. Да, бегал после по дороге, привез всем. Да. Вот. То есть первый пункт взял первым. Да, Так естественно, я получается. брал. Да, А второй. Второй пункт я брал. Вторым. Второй пункт брал был Бортник Масный, я с ними его брал. Потом третий пункт мы переваливали через овраг, и там был рассев, и довольно неравный рассев. Потому что я взял пункт сводный и ушел наверх в горку брать свой. Бортник побежал дальше, и у него дальше был рассев. Поэтому я уже только на рассеве начал проигрывать. Поэтому дальше было тяжело, но без ошибок прошел все. И уже в лабиринте Сергей Осипов меня догнал, и я понимаю, что у него сил побольше. И отпустил его, он уже дальше потерпел и придвинулся ближе. Мы еще 20 секунд где-то отыграли. Но я уже аккуратненько, чтобы вдруг у него тоже отметка плохая, я также терпел, и чтобы много не проиграть. И окончил, все-таки у Сережи была правильная отметка. Ну, я так понимаю, что 20-ю группу я выиграл, поэтому я доволен своим результатом. Ну расскажи, как складывалась дистанция, были у тебя ошибки, как удалось такой отрыв сделать? Ну, в общем, я травмировала ногу на этой неделе, поэтому я бежала очень аккуратно, потому что боялась, что она снова подвернется. Поэтому первый КП была аккуратно. Убежала я с Аленой Зрелиной, но на первой КП она, собственно, ошиблась, потому что она пошла правым вариантом. И я пришла на КП позже меня. И всю дистанцию вообще я бежала одна, все время оборачивалась, боялась, что меня кто-нибудь догонит. Сил не было вообще. Но я так бежала. И, в общем, я, честно говоря, не знаю, как получилось, что я побежала с таким большим отрывом. Но просто не ошибалась и терпела. Вот и все. Тебе понравилось ориентирование сегодня? Да, дистанция была очень интересная. Ну, как бы нужно было ориентироваться и бежать, то есть не было чисто какой-то беговухи. Поэтому дистанция очень понравилась, и соревнования тоже хорошие. Ну, Марин, как служила дистанция, что можешь сказать? Как-то физическая готовность была, я вообще чувствую, ты мощь догнать, отыграть 2,5 минуты за 3 километра. Ну, мне казалось, что это, конечно, мало, но я неожиданно быстро бежала на Машу Слепову. Она мне очень помогла. Вот. Мы вместе там успели ошибиться. Сильно? Да нет, секунд на 15-20. Где? До лабиринта? Да, до смотрового. До видео КП. Ну, это, наверное, не повлияло на расклад сил. Вроде до видео даже вы отыграли, да? Ну да. То, что мы бежали вместе, это придавалось. То есть она тебе помогала, да? Конечно. А вот мы заметили то, что ты вторую часть очень быстро пробежала. Там сократила отставание до Нины, но я имею в виду последнюю петлю после лабиринта уже. Что там происходило? И Москомс, и Маша. Да. Очень простая дистанция. Маша говорит, она ошиблась и отвлекла Мы как раз и хотели крикнуть, чтобы она в кусты увела. Командная тактика сработала, да? Да, именно. Видишь, Маша сама все сделала, можно догадалась. Меня поразила, во-первых, твоя скорость, во-вторых, твоя тактическая подкованность. Просто увидя после лабиринта Москомпас в кусты на минуту, на километре, я просто хотел тебе крикнуть это, но ты сама догадалась. Можно просто... я не буду говорить, что это не тактическая подкованность, а случайная ошибка? Я, конечно, понимаю, но мы же понимаем, что это гениальная тактическая подкованность, потому что... Хорошо. Пусть это будет это фактически спасло наше второе место, в общем, благодаря тебе. Я понимала, что Марине будет некомфортно бежать близко с Олей Беловой. И решила ее увезти.
Ну ладно, в общем, ты лучше расскажи, как тебе удалось продемонстрировать такую высокую скорость, потому что как-то ходили слухи, что ты типа не тренируешься там. А вы свои, Неоправданные слухи. вы свои времена Я знаете? тренируюсь, потому что Не знаю. работаю в спортивной сфере, мне нужно тренироваться. А общие, Конечно, да? не такие Ну, тренировки, будут как раньше, но результаты, да? тоже стоящие. Планируешь там регулярно бегать соревнования московские, например, может быть, Да, стараюсь. зимой Я на лыжах Считаю, выбрать? зимой на проигрыш лыжах нет, нашей мне команды бегом это больше. проигрыш тренера. Понятно. Хоть Ладно. мы и с Я бы не поставил. Ладно, спасибо тебе еще раз. Маринка. Всегда рад тебя видеть. Да. Нина Сухарева, привет. Ты человек, который принес сегодня победу искателю, точнее, закрепил вообще, да. У тебя был приличный такой отрыв, в общем, Да, он когда меня ты добивался спас. победы. Как тебе давил он на тебя или ты не обращал на меня внимания, как вообще прошло ориентирование? Мне все понравилось. Отрыв, то, что был отрыв, это было плюсом, потому что если бы я бежала с Мариной, я бы наверняка бы ей проиграла. Вот, потому что это бы на меня давило. А так я знала, что у меня сзади есть еще какой-то запас. Вот, и практически я не ошибалась. Ну, дистанция очень понравилась, все динамично, интересно, и лабиринт, и сам лес, овраги жуткие. Вот, так все супер. Понятно. Как прошел сезон, какие планы на осень, на зиму? Ну, так кататься, бегать. Ну, конкретно пока нет никаких планов. Понятно. Так тренируюсь. Пока Ну, всё поздравляю вас нормально. еще раз с победой, удачи в дальнейшем, тренируйтесь. И вам тоже. Рад вас видеть. Ну, у тебя есть что добавить?